Добрый день, в эфире новости на телеканале Якутия-24, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Устранение аварии на Нерюнгринской ГРЭС, как идут восстановительные работы, прямое включение нашего корреспондента из Нерюнгри. Проверка фактов. Можно ли заразиться коронавирусом, искупавшись в бассейне? Сюжет из Мирного. Свадьба на реалити-шоу. Пара из Якутии поженилась на проекте телеканала «Пятница». Госпожнадзор начал внеплановые проверки домов престарелых в Якутии. Все это в целях усиления контроля за обеспечением пожарной безопасности. Кроме этого, выявляют объекты, где социальные услуги в стационарной форме предоставляются пожилым гражданам неофициально. Межведомственные группы уже выявили 2 факта, когда, по предварительным данным, такие услуги оказывались пожилым гражданам неофициально. В настоящее время по ним проводится проверка. Тем временем, накануне вечером во время заседания КЧС по пожарам было решено провести проверку всех объектов социальной инфраструктуры республики на предмет готовности к ЧС. Об этом сообщил председатель Госкомитета Дмитрий Лепчиков. В связи с участившимися пожарами, особенно в тех районах, где у нас в последнее время низкие температуры, это практически по всей территории республики, есть предложение Пожнадзору совместно с участием сотрудников Государственной противопожарной службы проверить все объекты социального блока на предмет исправности модулей по пожарным извещателям, ну а также проверить модули по пожаротушению. Напомним, все эти меры приняты из-за пожара в школе ВВ на Бутантайском Улусе в селе Кустур. Пострадавших нет, однако село осталось без школы. Учащихся сгоревшего объекта в селе Кустур перевели в здание детского сада Кенчари. Учеников всего 109, они будут учиться в 2 смены. При этом 57 воспитанников детского сада переведут в здание пристроя местного культурно-спортивного комплекса. Напомним, возгорание в школе произошло накануне. К другим новостям. 28 января энергоблоки номер 1 и 3 Нерюнгринской ГРЭС были выведены в ремонт из-за образования свищей в топке котла и элементе котла-агрегата. В это время в работе находился 2-й энергоблок и 3 водогрейных котла, которые обеспечивали теплоснабжение потребителей Нерюнгринского района. Нагрузка для Нерюнгринской ГРЭС была перераспределена между другими электростанциями, входящими в объединенную энергетическую систему Востока. Как обстоят дела на станции в Нерюнгри сегодня, расскажет наш корреспондент Екатерина Павлова. Она на прямой связи со студией. Пожалуйста. Добрый день, Влад. Да, сегодня ночью после аварийного ремонта был включен 1-й энергоблок станции. Оперативный персонал Нерюнгринской ГРЭС провели расхолаживание вышедшего из строя оборудования и провели его ремонтно-восстановительные работы на дефектном участке котла. Сегодня энергоблок 1 работает в номинальном режиме в связи с диспетчерским графиком. Работы по восстановлению 3-го энергоблока сегодня продолжаются. Аварийная заявка на восстановление этих работ была подана до 31 числа. И по итогам работ 3-й энергоблок должен будет введен в работу в сеть. В связи с этим в Нерюнгринский район был командирован 1-й заместитель министра по ЖКХ и энергетике Вячеслав Емельянов. А именно для контроля выполнения аварийно-восстановительных работ на энергоблоках Нерюнгринской ГРЭС. Вот что он нам сказал по итогам своего визита. В 9 часов 30 минут утра сегодня Якутская РДО дала команду об приостановлении временно вынужденного режима работы якутской энергосистемы. То есть мы констатируем, что в части надежности энергоснабжения сейчас из-за того, что было аварийное ограничение на Нерюнгринской ГРЭС, можно считать по состоянию на сегодняшний день исчерпанным.
Такая информация у нас имеется на сегодняшний момент. Мы будем следить за развитием событий. Спасибо. Это была наш корреспондент Екатерина Павлова из Нерюнгри на прямой связи со студией. К другим темам. В республике за минувшие сутки выявили 123 новых случая новой коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 40 случаев, в Мирнинском районе 39, в Алданском 10, в Вилюйском районе 9, в Аймяконском районе 8 случаев заражения, в Нерюнгринском районе 7. За лабораториями республики проведено за сутки 2416 исследований на коронавирусную инфекцию, а всего с начала пандемии обработали более 900 тысяч тестов. Можно ли заразиться коронавирусом, искупавшись в бассейне, бане или спа-салоне? На этот счет эксперты единодушны. Нет никаких доказательств, что вирус COVID-19 может распространяться через воду. В хлорированной или обработанной бромом воде вирус не выживет. Так считают ученые, исследования которых опубликовала российская газета. Как и чем очищают воду, к примеру, в бассейнах Мирного, узнавала наша коллега Ксения Исламова. За окном сосульки, а в бассейне плюс 30. Посетителей не очень много. Из-за COVID-19 здесь действуют ограничения по количеству человек. Соблюдаем дистанцию. Но сейчас нас больше интересует не это, а нет ли в воде частиц опасного вируса. Все известные науке виды бактерий и вирусов в воде похожи на кишечную палочку. Такая бактерия находится практически в любой воде, считают в лаборатории завода «Воды здоровья». Но все зависит от процентного содержания этих микроорганизмов. Чтобы вредных бактерий и вирусов не осталось, в бассейнах Мирного трехступенчатую очистку воды контролирует лаборант. В очищенную жидкость добавляют 6 капель реагента, еще 2 капли из другого флакона. И так каждые 2 часа в течение всего дня. Видите, окрас меняется воды, становится такой розовато-красный. Это вот такой анализ проводится на хлор. Черный чемоданчик со специальным датчиком, колбочками, реагентами всегда в руках Натальи. Пока оборудование фильтрует воду, лаборант смотрит за допустимым содержанием хлора в воде, чтобы после плавания у посетителей не было дискомфорта или аллергических реакций. Основная функция фильтрации с помощью фильтров, в которых находится кварцевый песок, происходит очищение воды от мелких частиц. Вторая функция – дезинфекция с помощью системы ультрафиолета. Происходит обеззараживание воды от всякой бактерии, которая попадает в воду. А дальше система попадает в автоматическую систему контроля качества воды. Вода, соответственно, очищается от бактерий, примеси бактерий в воде нету. Однако риск заразиться остается всегда, например, пообщавшись с другим посетителем или прикоснувшись к чужой дверце шкафчика. Поэтому лучше всего держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метров, дезинфицировать руки после бассейна и после того, как вы уже переоделись. Ксения Исламова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Мегино-Кангаласский улус и район Котловка в городе Москве теперь станут ближе. Накануне в здании постоянного представительства Якутии стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Первый документ подразумевает обмен опытом между муниципалитетами и их представителями, передачу знаний из сферы строительства, благоустройства и ЖКХ. Основное же направление соглашения – это социальное обеспечение жителей, культурное и спортивное развитие территорий. Кроме того, в этот день прошло подписание документа о сотрудничестве между Харанской спортивной средней общеобразовательной школой имени Игнатьева и школой номер 626 имени САЦ города Москвы. Якутяне и москвичи теперь будут делиться опытом обучения, знакомить учеников школ друг с другом. Стороны уже наметили рабочие планы на будущее. Организуем рабочую комиссию. Наверное, с весны уже начнется работа. Будут приезжать на летние каникулы, будем организовывать разные соревнования, будем проводить олимпиады между школьниками. И это будет огромным вкладом в развитие нашей школы и наших детей. Первая инициатива наша – это провести Дни Якутии на базе 626-й школы. Это в первой половине учебного года 21-22 учебных годов мы проведем данное мероприятие. Запланируем его так, чтобы было удобно и для наших ребят из Якутии, и для 626-й школы.
В Центре спортивной подготовки «Триумф» в Якутске идет открытый чемпионат города по вольной борьбе памяти заслуженного работника физкультуры и спорта России, заслуженного тренера Якутии Валерия Керемясова. Для любителей борьбы организована прямая трансляция на телеканале «Мамонт» и на канале в YouTube. Предварительные схватки, а на НВК Саха будут финальные поединки. С 6 вечера до 7 финальные поединки и награждение победителей и призеров. Смотрите. Пара из Якутии поженилась на проекте телеканала «Пятница». По правилам шоу в каждом выпуске 4 невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжество конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев. Это свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов. В числе участников проекта оказалась пара из Ленска, из Якутии, Жанна и Олег. Влюбленные устроили классическую свадьбу бюджетом в 300 тысяч рублей. Ради победы в шоу невесте и жениху предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что именно их свадьба лучшая. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале Якутия-24. Будьте всегда в курсе. До встречи, берегите здоровье.